Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы также приветствуем наших телезрителей. Продолжаем наши уроки истории. На этих уроках мы изучаем богатейшую, непростую, в то же время яркую историю татарского народа. И сегодняшняя тема посвящена анализу тех государственных образований, которые возникли после распада Золотой Орды. Дорогие слушатели, если вы помните, на прошлой неделе мы достаточно подробно рассмотрели историю Крымского ханства, изучили историю некоторых других постордынских государственных образований. И сегодня мы продолжим изучать историю этих государственных образований, а именно Сибирского ханства, Большой Орды, Ногайской Орды. Итак, Сибирское ханство. После распада Золотой Орды в самых северо-восточных пределах Золотой Орды, Улуса Джучи, одним из первых начинает выделяться именно ее северо-восточный Улус. Именно на этой территории и возникает Сибирское ханство. Происходит это в 1429 году. И первого Джучида, первого хана, который, собственно, и явился основателем этого государства, источники называют хана Махмутека. Махмутек был из ветви шабанидов, из династии Джучи. В свое время Бату своему брату Шейбану выделил Улус между Уралом и Иртышом. И именно на этой обширной территории впоследствии, после распада Золотой Орды, и возникает одно из первых тюрко-татарских государств уже постордынского периода. Надо признать, что ранний период население в основном занималось скотоводством. Это была традиционная форма хозяйственной деятельности. Если вы помните, когда мы анализировали государства эпохи тюркского каганата, восточного тюркского каганата, кимакского каганата, мы выяснили, что кимаки, ранние средневековые татары в основном занимались скотоводством. Так вот, эта традиционная форма хозяйственной деятельности, она нашла свое продолжение уже в период Золотой Орды и в ранний период самого Сибирского ханства. Однако постепенно строились города, причем напомню, что один из ранних городов Западной Сибири возник еще в период Улуса Джучи. Уже в период Сибирского ханства возникает целый ряд городов, которые были центрами ремесленного производства, центрами торговли. Среди таких городов необходимо назвать столицу этого государства, это город Искер. Кроме Искера, крупными, известными по источникам городами был город Тобол, был город Тюмень и некоторые другие города. Так вот, появление этих городов уже в период Сибирского ханства говорит о том, что население переживало периода такого некого симбиоза кочевой деятельности, кочевой культуры и, конечно же, городской культуры. Повторюсь, что города были центрами развитого для того периода ремесленного производства, были развиты традиционные виды ремесел, это гончарное производство, металлургия, черная, цветная металлургия. Тут были центры крупной торговли, в том числе и международной. Источники нам сообщают о том, что население активно занималась также и промыслами, в частности, пушным промыслом. И в целом западные источники, восточные источники подчеркивают, что та пушнина, которая оказывалась в Казани, и затем уже через торговые пути проникала на территорию Центральной, Западной Европы, в Южный мир, она в основном поступала с территории Сибирского ханства. Сибирское ханство достаточно широко отражено в источниках, и после завоевания Казани, Астрахани во второй половине XVI века очередь наступает и Западной Сибири, Сибирского ханства. Как известно, атаман Ермак начал войну против Сибирского ханства, однако он погибает в 1582 году в битве с татарами. И последний сибирский хан Кучум погиб в 1598 году, после которого Сибирское ханство и прекращает свое существование. В свое время Карл Маркс оставил очень интересную заметку. После завоевания Западной Сибири, писал Карл Маркс, была заложена основа азиатской России. Сегодня потомки населения Сибирского ханства
в науке их принято называть сибирские татары, занимают территорию Западной Сибири, проживают они в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской областях. И я тем самым хочу подчеркнуть, что сибирские татары, так же как и казанские татары, так же как и татары Мишар, являются коренным народом современной Российской Федерации. И в качестве субэтноса он и развивался на этой обширной территории, начиная с эпохи раннего Средневековья и вплоть до позднего Средневековья. Большая Орда. Большая Орда, известная также нам по источникам как Великая Орда, образовалась, вот на это хочу обратить особое внимание, как официальной правопреемницей Золотой Орды. Государство было обширное, занимало обширную территорию между Днепром и Волгой. Столица государства – город Азак на побережье Азовского моря. Кстати, должен напомнить, что Азак был одним из крупнейших городов улуса Жучи. В свое время это был центр чеканки монет. И в период Большой Орды он таковым и оставался. Большая Орда изначально претендовала на роль правопреемницы Золотой Орды, и особенно вот ее амбиции правопреемницы мы наблюдаем в период правления хана Ахмата, а правил он с 1459 по 1480 год. Именно в период его правления Большая Орда усиливается. По источникам мы также знаем, что в этот период хан располагал достаточно большим войском, 100-тысячной армией. Для того периода это была очень большая армия. И хан Ахмет требовал от великого князя Московского Ивана III выплаты дани и тем самым требовал, чтобы он признал его власть. В 1480 году, как известно, он совершает поход на Москву. Происходит знаменитое великое противостояние на реке Угре. Угра – это приток Оки. Происходит несколько уникальной военной истории сражения. Слово «сражение» я беру в кавычки, потому что военных действий так и не произошло. Попытки татарской конницы переправиться через Угру были безуспешные. Однако и Иван III не осмелился начать битву. Битва не состоялась. Хан Ахмет уводит свои войска, и на этом заканчивается вот эта история с так называемым татаро-монгольским игом на Руси. Дальнейшая судьба хана Ахмета достаточно печальна. Он в том же 1480 году умер в сражении с сибирским ханом Ибаком. И после его смерти Большая Орда, конечно же, теряет свое былое политическое значение. Однако она не прекращает своего существования. Окончательная дата существования Большой Орды – это 1502 год, когда ей нанес удар уже крымский хан Менгли-Гирей. Основная часть населения Большой Орды уходит в Крым. Вот с этого времени Крымское ханство с 1502 года становится одним из самых крупнейших государственных образований не только по территории, но и по своему политическому влиянию, своему военному влиянию в Восточной Европе. Остатки Большой Орды, население Большой Орды оказывается на территории Астраханского ханства, частично Ногайской Орды. И значительная часть выходцев из Большой Орды оказались на службе не только Крымского ханства, Казанского хана, Астраханского хана, но значительная часть оказалась и на территории Великого княжества Московского. Собственно говоря, вот этот слой служилых татар во многом впоследствии и формировался из выходцев той самой Большой Орды, которая и прекратила свое существование в 1502 году. Теперь Ногайская Орда. Ногайская Орда выделилась из Золотой Орды еще при легендарном князе Идыгее. Происходит это на рубеже XIV-XV веков. И постепенно, надо признать, Ногайская Орда становится одним из крупнейших государственных образований на постордынском пространстве. И по численности населения, и по своему влиянию, политическому влиянию, военному влиянию.
уже в 20-30-е годы 15 века она занимала обширную территорию между Астраханским ханством, между Казанским ханством и между Сибирским ханством. Как известно, впоследствии Ногайская орда разделилась на две большие орды, так называемые Малые Ногаи, Большие Ногаи. И часто задают вопрос о происхождении ногайского субэтноса. Я уже в ходе лекции пытался вам объяснить, что вот эти государственные образования, которые возникли после распада Золотой Орды, речь идет о Крымском ханстве, Астраханское, Казанское ханство, Сибирское ханство. Это были государства, в рамках которых завершался процесс формирования средневековой татарской народности. То есть потомки населения Крымского ханства, Казанского ханства, Сибирского ханства, Астраханского ханства, они как раз и живут сегодня на этой обширной территории. Ногайская орда в эпоху Средневековья, будучи одним из крупнейших государственных образований, не смогла оставить такого большого наследия. Дело в том, что население Ногайской орды приняло самое активное участие в этнополитической истории всех вот этих перечисленных государств. То есть нельзя говорить, что современные ногайцы – это только они, потомки населения Ногайской орды. Отнюдь нет. После распада Ногайской орды значительная часть населения Ногайской орды уходит на территорию Крыма. Если берем мы современных крымских татар, то там ведь есть особенности в языке, да, вот степных крымских татар и горных крымских татар. Вот как раз степные крымские татары – это во многом потомки тех самых ногайских татар, которые оказались в составе Крымского ханства. Большую роль ногайский компонент сыграл в этнической истории казанских татар. Это приход, например, царица Нурсултан, она была из ногайских татар, царица Сюембике из ногайских татар. И в целом вот в период существования Казанского ханства было несколько волн проникновения ногайского компонента. Это вторая половина XV века и особенно первая половина XVI века, когда мы знаем, что ногайские татары, которые пришли в Сюембике, которые приходили более в ранний период, они проживали не только на территории Казани, а занимали обширные территории, прежде всего, за Казани. Также ногайский компонент сыграл очень большую роль в истории башкирского народа. Именно юго-восточная, южная часть Башкир, она в основном формировалась здесь тоже из ногайского компонента. Дело в том, что после падения Казанского ханства, Сибирского ханства, то Ногаи, вот эти средневековые Ногаи, они ушли в более южные регионы, но значительная часть Ногаев осталась на территории Приуралья. И современный башкирский этнос, он во многом тоже формировался под влиянием ногайского компонента. Ну и, конечно же, сами современные ногайцы, которые также являются потомками населения Ногайской орды, уже после окончательного распада Ногайской орды ушли на территорию Северного Кавказа, и постепенно, вот уже в начале XX века, конструировалась уже современной ногайской нации. Я тем самым хочу подчеркнуть, что вот эти тюрко-татарские государственные образования, которые возникли на территории Восточной Европы, частично Западной Азии после распада Золотой Орды, основным населением были тюрко-татарские племена, тюрко-татарская народность, потомки которых сегодня и населяют обширную территорию Российской Федерации. Теперь по этнониму Ногая. В литературе тоже очень много версий. Большинство исследователей все-таки считает, что этноним Ногая необходимо увязывать с именем князя Ногая. Напомню, князь Ногай – это был крупный златоордынский князь Беклери-бек, крупный военачальник, который еще в конце XIII века, надо признать, вел сепаратистскую политику по отношению к Золотой Орде. И именно вот те племена, которые находились в его подчинении, постепенно и приняли по этой версии этноним Ногаи. Есть другая точка зрения, согласно которой Ногаи – это потомки мангытов. Мангыты – это монгольские племена, которые оказались на территории Восточной Европы в период монгольского нашествия, и постепенно они под влиянием кыпчаков
перешли на тюркский язык общения. Есть, наконец, точка зрения, которая гласит, что нагаи – это все-таки потомки кыпчаков. То есть, другими словами, сами видите, палитра достаточно широкая взглядов, но так или иначе, еще раз повторюсь, нагаи сыграли очень большую роль в этнической, в этнополитической истории всего татарского народа. Есть еще интересная точка зрения, которая гласит, что нагаи – это этноним, связан с монгольским словом «нахай», «нагай», который переводится как «собака». Есть такая тоже точка зрения. Нагайский этнос сыграл большую роль не только в истории татарского народа, современных нагайцев. Мы знаем, что выходцы из Ногайской Орды, уважаемые слушатели, в разные периоды русской истории играли иногда ключевую роль и в истории русского государства. Яркий тому пример – это большое количество родов, дворянских русских родов, которые имеют тюрко-татарское происхождение, значительная часть которых тоже принадлежит к средневековым нагаям. Самый известный род – это род князей Юсуповых. Вот перед вами портрет Бориса Николаевича Юсупова, автор Антуан Жан Гро, который в 1803 году как раз и дал портрет одного из самых известных представителей князя Юсуповых. Причем портрет так и называется «Князь Юсупов в татарском костюме». Я при этом хотел бы подчеркнуть, что вот князья Юсуповы очень дорожили своим историческим прошлым, они гордились своим татарским происхождением. Но не только Юсуповы. Вообще тюрко-татарский мир дал для русской политической элиты, для русской политической культуры большое количество известных фамилий. Они все у нас на слуху. Это Булгаковы, это Тургеневы, это Нарышкины, это Карамзины и многие-многие другие. Другими словами, Ногайская Орда было крупное государственное образование, оставило глубокий след в истории не только современных ногайцев, но практически всех этнотерриториальных групп татарского народа. Итак, мы с вами рассмотрели вкратце этнополитическую историю, основные этапы, основные вехи крупных государственных образований, которые возникли после распада Золотой Орды. Подробно, конечно же, рассмотрели историю Казанского ханства, Крымское ханство, Сибирское ханство, Ногайская Орда, Большая Орда. Но обзор не будет законченным, если мы не рассмотрим расселение территории Приуралья татарами в эпоху позднего Средневековья. Надо признать, что территория Приуралья в эпоху позднего Средневековья и в целом Урал входил в состав нескольких государственных образований. Например, территория вот современной Башкирии, ее западная часть, северо-западная часть, практически до Урала, это была территория, подвластная казанским ханам, то есть находилась в юрисдикции казанских правителей. Территория северо-восточного части Башкортостана находилась в ведении сибирских ханов, а вот уже южная часть находилась под юрисдикцией Ногайской Орды. После распада этих государственных образований эта обширная территория Приуралья, самого Урала стала активно заселяться татарами. Первые сведения о заселении Закамья, первые сведения о заселении западной части современной Башкирии, в целом Приуралья, мы находим по источникам XVI века. Это было связано с тем, что, еще раз повторюсь, это все-таки была территория Казанского ханства, и хотя основная часть татар проживала на территории Заказания, мы об этом с вами говорили еще в ходе прошедших лекций, конечно же, какая-то часть татар активно заселяла и территорию восточной части современного Татарстана и западной, северо-западной части современного Башкортостана. Но активное заселение этого края началось со второй половины XVI века. Здесь были, конечно, и экономические причины, здесь прежде всего были причины политические. Падение Казани, завоевание края, как известно, сопровождалось политикой насильственного крещения во второй половине XVI века. Большое количество татар уходило. Уходили в одиночку, надо признать, уходили семьями, уходили целыми населенными пунктами. И именно вторая половина XVI века и вплоть до
середины XVIII века, а именно до середины XVIII века продолжалась политика насильственного крещения, татарское население активно заселяет преимущественно пустые земли Приуралья. Я хочу вам привести один интересный документ, который оставил татарский археограф XIX века Нурмухамед Мухамедзянов, который писал: «Народы Поволжья и Приуралья в книгах записывались башкирами, и поэтому никто из них не возвращался». В чем тут дело? Дело в том, что когда часть башкирских племен входила в состав России, а входила она добровольно, одним из условий вхождения этих племен в состав России было условие сохранения вотчинного землевладения и особых прав башкир. Так вот, татары, и не только татары, кстати, по источникам мы знаем, это и чуваши, это и мордва, и марийцы, и удмурты, уходя на необжитые земли Приуралья, зачастую записывались башкирцами, то есть переходили вот в это сословие. Вот об этническом составе Приуралья в середине XVIII века писал Кириллов. Кириллов – это обер-секретарь Сената, который перед строительством Оренбурга, а жил он в 1735 году в Уфе, оставил очень любопытное сообщение. Вот в своем письме Сенату он писал: «К башкирцам для своевольного житья, также по причине свободных и изобильных мест, набрело жить великое множество горных татар». Горные татары, напоминаю, это татары, которые проживали в правобережье Волги. Горных татар – черемис, чуваш, ватяков. Так что этих пришельцев вдвое больше, чем самих башкирцев. То есть источники нам четко показывают, что активное заселение Приуралья татарским населением, населением финно-угорским, а это было население бывшего Казанского ханства, по политическим причинам, идеологическим причинам, активно проводилось, начиная со второй половины XVI и вплоть до середины XVIII века. Именно в этот период вот эти преимущественно необжитые территории Приуралья и активно заселялись татарским и финно-угорским населением Среднего Поволжья и горной стороны. Сюда мы еще добавляем, дорогие слушатели, вот тех татар из Мещеры, которых казанские татары называют мишарами. Это, как правило, были служилые татары с территории современной Нижегородской области, с территории Рязанского княжества, то есть современной Рязанской области. Именно в период строительства знаменитых засечных черт служилое татарское население активно заселяло территорию Приуралья с целью защиты южных, юго-восточных рубежей России от кочевников, тех же нагайцев и калмыков. Другими словами, к середине XVIII века значительная часть, я бы сказал, большая часть населения Приуралья, оно уже было тюрко-татарским и частично финно-угорским. Вот эти данные, они подтверждаются, кстати говоря, итогами первых 4 государственных ревизий, то есть переписи населения, которые проходили с 1722 по 1782 год. Итоги переписи показывают, что тогда татары, как правило, записывались по этническому своему признаку. И когда смотришь перепись населения, то четко прослеживается татары, мишары, служилые татары, ясачные татары. Но, начиная примерно с 90-х годов XVIII века, имперские власти берут курс на ликвидацию сословия служилых татар и ясачных татар. Вот это четко показывают уже итоги ревизии, то есть переписи населения 1795 года, когда значительная часть татарского населения переходит в разряд башкирского сословия. Они уже записываются башкирцами. Поэтому вот так называемая башкиризация татарских селений Уфимской губернии, частично Оренбургской,
зафиксированная в материалах пятой ревизии конца XVIII и в целом начала XIX веков, явилась следствием перехода значительной части татарского населения уже в башкирское сословие. Хотел бы в связи с этим привести еще один интересный документ, который выявил многочисленные случаи перехода татар в башкирское сословие. В частности, в одном из документов, датируемых 1795 годом, написано буквально следующее. «Оные, то есть татары, выбыли по указу казенной палаты в башкирский род». То есть начинает фиксироваться в качестве башкирцев. Другими словами, регион из Западного Приуралья, обширный регион Западного Приуралья, является территорией компактного проживания татарского народа с эпохи Средневековья. И в этом смысле татары Западного Приуралья – это коренной народ территории современной Российской Федерации. Мне бы хотелось, чтобы вы это четко уяснили. Итак, современный татарский народ и в целом многовековая история татарского народа, его многовековая история государственности охватывает обширный период, начиная с начала первого тысячелетия нашей эры и охватывает период около 2000 лет. История государственности татарского народа, а именно этнополитическая история татар, формировалась не в рамках родоплеменных отношений, а именно в рамках государств. Она охватывает все периоды Средневековья. Это период раннего Средневековья. Мы здесь четко выделяем хунский период. Мы здесь четко выделяем эпоху тюркских каганатов. Это тюркский каганат, Великий тюркский каганат. Это восточный тюркский каганат, в рамках которого впервые по источникам упоминаются древние тюркские татарские племена под названием Тугас-татар и Утас-татар. Это также Кемакский каганат, который занимал обширную территорию Западной Сибири. Это Хазарский каганат, занимавший территорию Нижнего Поволжья, Крыма, Северного Кавказа. Это, конечно же, Волжская Булгария на территории Среднего Поволжья. Это все это государственное образование эпохи раннего Средневековья. Именно в рамках этих государственных образований и шел процесс формирования средневековой татарской народности и всех его этнотерриториальных групп. Это, конечно же, эпоха развитого Средневековья, это эпоха Улуса Джучи, это эпоха Золотой Орды, которая явилась государством, в котором завершился процесс формирования средневекового татарского народа и всех его этнотерриториальных групп. Мы с вами уже говорили на лекциях о том, что Золотая Орда, являясь крупнейшей империей эпохи развитого Средневековья, это был симбиоз кочевой и городской культуры. Так вот, западная часть Улуса Джучи, именно центр городской культуры, высокой культуры, именно на этой территории и формировались этнотерриториальные группы татарского народа. Это и казанские татары, крымские татары, астраханские татары, сибирские татары, касимовские татары, ногайские татары. Наконец, это эпоха позднего Средневековья, когда после распада Золотой Орды возникает несколько государственных образований, которые и в рамках которых завершился процесс формирования татарской народности. И в этом отношении очень интересно высказывание уже упомянутого мной неоднократно выдающегося средневекового путешественника Сигизмунда Гербенштейна. Вот послушайте. Царство Казанское, город и крепость того же имени, расположенный на Волге, на дальнем берегу реки, почти в 70 милях ниже Нижнего Новгорода. С востока и юга по Волге это царство граничит с пустыми степями. С летнего же востока, то есть северо-востока, смежны с ними татары, называемые шейбанскими, то есть речь идет о сибирских татарах. За татарами казанскими прежде всего встречаем татар с прозвищем Нагаи, обратите внимание.
живущих за Волгою, около Каспийского моря, по реке Яику. Яик – это современная река Урал, вытекающей из области Сибирской. Они не имеют царей, а только князей. Эти страны почти все богаты лесом, за исключением той, которая простирается у Сарайчика. Это столица Ногайской Орды. Она степная. Астрахань – богатый город и великое татарское торжище, от которого получила имя вся окрест, лежащая страна. Лежит она на 10 дней пути ниже Казани. Между Казанью и Астраханью на обширном пространстве вдоль по течению Волги находятся степные поля, на которых живут татары, не имея никаких постоянных поселений, кроме города Азова. Речь идет о татарах Большой Орды, как вы поняли. В Херсонесе, то есть в Крыму, находится город Крым. Некогда место пребывания царей Тавриды, отчего они именовались крымскими татарами. Вот почти то же самое, независимо от Герминштейна, пишет итальянский историк XVI века, звали его Павел Иови, который, говоря о крымских, казанских, сибирских и ногайских татарах, проживавших в степях между Доном и Волгой, пишет, также выделяет особо больше ордынских татар. То есть, другими словами, уже в эпоху позднего Средневековья, после распада единого государственного образования, источники, западные источники, не говоря уже о восточных источниках, с одной стороны уже выделяли этнотерриториальные особенности групп татар, в то же время подчеркивая их единство. А единство заключалось в самоназвании. Другими словами, вся обширная территория Центральной Евразии на сегодняшний день представлена коренным народом Российской Федерации с особенностями в историческом развитии, с особенностями в культурном развитии, с особенностями в территориальном развитии, но которые имеют общее название, общий этноним под названием татары. Итак, дорогие слушатели, в дозволенное мне время я закончил свою лекцию. С большим удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вы говорили про наследников Золотой Орды, и у меня появился вопрос, являются ли казахское ханство, узбекское ханство наследниками Золотой Орды? Очень интересный вопрос. Это была крупная империя, да, и в известном смысле многие народы современные, государства позднего Средневековья, конечно же, являются наследниками культуры этого государства. Казахское ханство, которое возникло после уже распада Золотой Орды, оно ведь в себя включила территории не только Золотой Орды, она включила территорию Улуса Чагатая. Поэтому в этом смысле Казанское ханство, оно является наследником, наверное, отчасти и культуры Золотой Орды, причем вот этой кочевой ее части, да, не городской, а именно кочевой части, и Чагатайского улуса. Что касается узбекского ханства, хотя там правили ханы из династии Джучи, однако оно не считало себя преемником именно золотоордынского государства, да и сегодняшние узбекские историки, вот если казахские историки, они принимали активное участие в тех или иных мероприятиях, связанными с событиями из истории Золотой Орды, и претендует во многом на историю Золотой Орды, отчасти и обоснованно, то узбекские историки не считают себя наследниками Золотой Орды, они больше считают себя наследниками именно Чагатайского улуса. Вот примерно так. Хотя в продолжении разговора я вам скажу, что в известном смысле и Великое княжество Московское может претендовать на роль наследника Золотой Орды по той простой причине, что именно Иван IV первым среди правителей Великого княжества Московского, особенно после завоевания Казани и Астрахани, принял титул царя, а царь это по древнерусским летописям это ханы Золотой Орды, тем самым подчеркивая и роль тоже некого наследника вот этой царской власти, которая утвердилась и была на протяжении многих столетий на территории Восточной Европы. Вы также говорили про разделение Ногайской Орды. И что могло сподвигнуть
к разделению на малые и большие Нагаи? Это процесс распада Ногайской Орды. Причины были такие же, как и причины распада примерно Золотой Орды. Это династический кризис, это внутренние экономические причины. Причем, хочу обратить ваше внимание, там проблема династического кризиса, она стояла особенно остро. Дело в том, что князья Ногайской Орды не являлись джучидами. По этой причине эти государства не назывались ханствами или царствами по древнерусским летописям. Это были князья. Как правило, это были князья из рода Идыгея. Кстати говоря, об Идыгее, хотел бы еще обратить ваше внимание на следующий факт. Это единственный эпос средневековый, который является народным эпосом у казанских татар, у нагайцев, у башкир, у астраханских татар, даже у каракалпаков, у крымских татар. Это о чем говорит? Это говорит как раз о том, что средневековые нагайские татары сыграли большую роль, равную большую роль в этнической истории всех этно-территориальных групп татарского народа. А причины распада были экономические, политические и династические. И уже после окончательного распада и малых, и больших нагаев, еще раз повторюсь, значительная часть нагаев уходит на территорию Крымского ханства и незначительная часть на территорию Северного Кавказа. Вообще там многие причины до сих пор непонятны. Там у них засуха была, там у них эта политика велась страны Московского царства. Когда Казань находилась в осаде, то казанцам помощь готов был оказать князь Юсуп. Тогда Ногайская Орда была единой, но уже в первой половине XVI века там четко было разделение на два клана. Как раз князь Юсуп, это отец царицы Сюембике, он готов был отправить на помощь казанцам армию. У него армия была огромная, 100 тысяч. Чуть ли не всю армию был готов отправить на помощь казанцам. А другой князь, его звали Исмаил, он был союзником Ивана IV. И Исмаил просто вопрос поставил ребром, что если ты оказываешь помощь казанцам, все, начинается большая война между Исмаилом и Юсупом. В итоге она потом и состоялась. Юсуп там терпит поражение. Кстати, интересно, два сына Юсупа, они потом уходят на службу к великому князю Московскому. И один из них как раз и положил начало этой династии князей Юсуповых на Руси. Известно в свое время, что беглые крестьяне, спасаясь от крепостного права, уходили там в Ставропольский край, да, и стали называться вольными казаками, сами себя объявили. То есть можно ли провести параллель, что татары, уходя на территорию Урала и современного Башкортостана, просто чтобы сохранить свою идентичность, просто назвали себя так башкирцами? Причины были разные. Еще раз повторюсь, главная причина это была политическая причина. Это христианизация. Причем ведь политика христианизации, она в разный период проводилась по-разному. Самый пик приходится на вторую половину XVI века, после падения Казани. И особенно массового характера она носила в первой половине XVIII века. Это Петр I и Елизавета Петровна. Поэтому есть так называемый старокрещеный, есть новокрещеный. Вот как раз именно вторая половина XVI века и особенно конец XVII, первая половина XVIII века – это массовый отток татарского населения. И не только татарского населения, но и, еще раз повторюсь, финно-угорского населения. Причем они совершенно справедливо, вы и сами это подметили, записывались в сословие башкирцев по той же самой причине, по которой крепостные крестьяне бежали на Дон и входили в сословие казачества. Здесь примерно было то же самое. То есть этнически это были татары, но они записывались в башкирское сословие, военное сословие. Не надо забывать еще и тех татар, которые приходили с Мещеры, это служилые татары. Формировались татарские конные военные войска. Оно в историю вошло под названием Башкиро-Мещерятское войско, знаменитое, да? Вот как раз татары там тоже принимали самое активное участие. Спасибо. Сегодня мы много раз говорили про так называемые мощевики. Кто это такие?
Мещеряки нам известны по русским летописям. Мещерская земля, начиная с конца XIV века, XV век, активно заселялась выходцами из Большой Орды. Также активно заселялась в начальный период, в период формирования Казанского ханства. Вот, например, знаменитый поход Улуг-Мухаммеда на территорию Мещеры, когда значительная часть татар там осталась вместе с его сыном Касимом. И вот что интересно, если мы берем источники, то в русских источниках примерно до 17 века термин татары-мещеряки используется очень часто. Но начиная вот с конца 17 века, особенно весь 18 век, он уже практически выпадает, и там остается просто термин татары. Теперь эти мещеряки в период строительства засечных черт на востоке, после уже присоединения Башкирии, в целях защиты южных и юго-восточных рубежей России, как раз вот эти мещеряки туда и перевозились. То есть мещеряков казанские татары обычно называли мишарами, слово мишары от слова мещеряки, и как раз вот эти татары-мишары и составляли основу тех служилых татар, которые проживали на территории, прежде всего, Приуралья. То есть мещеряки – это татары-мишары. Хотя я сам против использования термина мишары. Вот. У нас единая татарская нация. Дорогие слушатели, если вопросов сегодня больше нет, сегодня мы с вами прощаемся. Большое всем спасибо. До следующей встречи. До свидания.